Утро для этих ребят начинается не с кофе, а с археологических раскопок на территории башенного комплекса Пуй. Джайрасский район участников акции «Маяки дружбы» встречает ярким солнцем и сухой погодой. Но гостей непривычный климат не пугает. Трудятся добросовестно все. Участников проекта в этом году 15. У каждого здесь свои обязанности – собрать камни, очистить территорию от мусора и бревен. И не только. Вадим Сахно из Донецкой Народной Республики представляет молодежное крыло Народного фронта. Парень признается, акция эта стала отличной возможностью, чтобы побывать у нас в республике. Во-первых, мне всегда было интересно это побывать на Кавказе. Это во-первых. И хотелось развить много мифов. И когда я приехал сюда уже в первый день, многие мифы уже разрушились. И как волонтер, и как я люблю эту деятельность, не только в своем регионе помогать, но и помогать также в дальнейших регионах. Новое открытие – лишь вопрос времени, отмечают волонтеры. Хазбат Телакаева родом из Дагестана. Именно профессия и родина Кавказ привели ее в Ингушетию. Девушка участвует в акции уже в 3-й раз и признается, наша республика близка ей по духу. Вместе с другими она бережно очищает археологические находки, а их тут, к слову, немало. В склепах то, что было найдено, вот это вот флакончик стеклянный, это долганое стекло, видимо, но здесь нужно будет понять, каким веком оно датируется, и, видимо, оно был флакончик для духов. Дальше здесь еще у нас есть остатки, скажем так, кусочки керамики. И здесь можно заметить, какой у нее орнамент. И, естественно, по этому орнаменту уже специалисты будут изучать и узнавать, к какому веку оно именно относится. Они полны желания познакомиться с культурными традициями ингушей, узнать про обычаи, пообщаться с местными жителями и побывать в высокогорных селениях. «Маяки дружбы» – это еще один шаг в развитии туризма в регионе. Очень интересно наблюдать за людьми, которые приезжают из других республик, как они реагируют, как им бывает интересно смотреть и любоваться вот такими пейзажами, а также башенными комплексами. Акция «Маяки дружбы» стартовала 7 лет назад в Ингушетии и в Северной Осетии. Идея быстро распространилась за пределами Кавказа. Доказательство тому – участие в проекте ребят из Москвы, Херсонской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Сам проект он от Федерального агентства по делам национальностей, нацелен на межнациональное согласие среди молодежи через волонтерский труд. Через обычно волонтерский труд на исторических памятниках. В данном случае в Ингушетии это наши башни. Они помогают в реставрации башен непрофессиональным трудом. Организаторы уверены, проект этот позволит развеять стереотипы и предубеждения, познакомить ребят с историческим наследием народов СКФО. Сейчас еще 2 группы по 15 человек находятся в соседних регионах. После ребят ждет заключительный этап. В этом году и федеральный этап тоже пройдет в нашей республике, в Ингушетии. И даже те ребята, которые находятся в других регионах сейчас, соседних, они съедутся сюда, в Ингушетию. И, во-первых, станут одной единой командой, 45 человек, посетят наши башенные комплексы уже в качестве туристов, можно сказать. То есть для них будут проводиться экскурсии. Проведут круглый стол про межнациональное согласие ко Дню народного единства. И проведут торжественное закрытие проекта в столице нашей республики, в городе Магас. До обеда ребята занимаются волонтерской деятельностью, а после – экскурсионная и культурно-познавательная программы. Все активисты пробудут в Ингушетии 10 дней. Хава Гагиева, Султан Магушков, Магас, 24.